Бермегеннен кетесің адам аулап сыпырасың байды жаулап жетесің сөз құдыртқан жол құдыртқан алтындарын саудалап бұлты шақты исан атты байдан атты Восточно-Казахстанская область – третья по величине область в нашей стране, где сосредоточено более 40% всех водных запасов страны и свыше 60% промышленных запасов леса. Здесь протекает самая длинная река Казахстана – Иртыш. Горы, леса, озера, водопады и бескрайние поля – все это собрал в себе Восточный Казахстан, который претендует на звание самого красивого и, возможно, самого недооцененного региона нашей страны. Всем большой привет! Мы сейчас находимся на месте, где происходит слияние двух рек. Это Иртыш и Ульба. Это значит, мы в городе Усть-Каменогорск. И вы наверняка задаете вопросом, что же произошло с Муратом, почему он так сейчас выглядит. Дело в том, что это режиссер нашего проекта Асылбек Шауалиев. Мурат по состоянию здоровья, к сожалению, не смог с нами выехать, и Асылбек будет его заменять. Мы снимаем в режиме реального времени, у нас нет права на остановку, поэтому мы продолжаем, несмотря ни на что именно. Поэтому мы с Хакимом покажем вам Восток. Я останусь в городе Усть-Каменогорск, затем я поеду в Риддер. Ну а я поеду освещать курортные места ВКО, то есть Бухтарма, заедем в Зырьяновск и поедем на Катон-Карагай. После этого мы встречаемся с тобой обратно в Усть-Каменогорске и выезжаем в город Семей. Друзья, хотелось бы процитировать фильм «Белое солнце пустыни». «Восток – дело тонкое». Поехали! Иде! Тур по городам. Это шоу, в котором Хаким и Мурат посетят все регионы Казахстана и дадут объективную оценку каждому. Страна — это люди. А как же они живут на самом деле? Мы с вами вместе это узнаем. Добро пожаловать в путешествие по родному дому. В этом выпуске вы увидите, как метро в Киеве, каток Медео и Олимпиада в Москве связаны с Бухтармой. Почему нам запретили снимать на рынке Усть-Каменогорска? Каково жить в месте, где свалка находится в черте города? Не должно в городе быть столько мусора. Как отчаявшиеся жители дома борются за свои права? Были на приеме у этого чиновника. После нашего приема, значит, через неделю его задержали за взятку. Ну и где находится самое красивое место в Казахстане? Об этом и обо всем другом смотрите в нашем выпуске. Друзья, посмотрите, какие красивые виды нас сопровождают. А ведь мы только что прям выехали с Усть-Каменогорска. Дай бог, за 1,5 часа мы доедем до Бухтармы, заедем дальше в Зырьяновск и уже к вечеру будем в Катон-Карагай. Поехали! Выехав из Усть-Каменогорска, нас начали сопровождать очень красивые виды, и мы даже представить себе не могли, что они будут вплоть до Катон-Карагая. 1,5 часа мы ехали до Новой Бухтармы. Дорога была хорошей, местами даже опасной. Из-за скалистой местности мы проезжали несколько серпантинов и, наконец, добрались до Новой Бухтармы. Кстати, поселок расположен на правом берегу Бухтарминского водохранилища вблизи горной цепи Южного Алтая. Прежнее название поселка – Усть-Бухтарма, и по данным переписи 2009 года тут проживает около 6 тысяч человек. Сам поселок Бухтарма образовался из-за того, что здесь нашли очень высококачественную глину и известняк. И благодаря этому поставили вот такой вот цементный завод еще в советское время. Из этого цементного завода, ребята, строились спортивные объекты в Москве, метро в Киеве строилось, а также каток Медео и очень многое другое. Сейчас этот завод принадлежит немцам. Кто знает компанию Heidelberg, это которые строят, не знаю, половину, наверное, автобанов, дорог в Германии. Вот это все производится здесь, друзья. Салам алейкум, жители
И гости города, те, кто попроще, и те, кто выглядит дорого. Кто приехал первый раз, и старожилом, кто уехал, но когда-то жил там. Это не Тарас, не Кызылорда, ни Шымкент, ни Павлодар, ни Караганда, ни Атырау, ни Актау, ни Тимиртау. Это Усть-Каменогорск, вау. Löskemen, Löskemen. Löskemen, Löskemen. Усть-Каменогорск – крупнейший город и административный центр Восточно-Казахстанской области. В 18 веке стало известно, что на реке Яркент в изобилии водится песочное золото. И на месте, где сливаются Иртыш и Ульба, была заложена крепость Усть-Каменогорская. На сегодня город является центром цветной металлургии и является одним из важных экономических городов Казахстана. Также Усть-Каменогорск является кузницей казахстанского хоккея. С этого города выходили не только звезды хоккея на уровне СНГ, но и звезды НХЛ. Ну, здравствуй, Усть-Каменогорск. Мы сейчас находимся на горе Казахстан, где располагается шикарная надпись, большая очень, которую видно даже со спутника. И сегодня нам город Усть-Каменогорск будут показывать местные жители, которые прожили здесь всю свою жизнь. Это Александра, местный блогер, который поднимает разные здесь проблемы и очень сильно топит за местных жителей. И Эльдар, человек с великолепной бородой, я думаю, можно ему доверять. И вот, ребята, ну что ж, давайте вы мне вкратце расскажете про Усть-Каменогорск. 2 плюса и 2 минуса этого города. Вот по вашему мнению. Ну, начнем с плюсов. Это сердце металлургии. Отсюда идет финансирование, да, скажем, больших-больших проектов. Здесь у нас Косынк, УМЗ, такие заводы. И, конечно же, у каждого, наверное, есть в кармане монетка, которая сделана именно в Усть-Каменогорске. У нас есть монетный двор, который, на весь Казахстан. Так, ну на главный плюс Эльдара у меня есть, конечно, минус. Это экология. То есть он говорит о том, что это такой промышленный центр, да, металлургия. Но это и то, что ежедневно отравляет жизнь каждого жителя и жителя, который не причастен к заводам и выгоды прямой не имеет. Ну, о минусах мы еще поговорим, и о плюсах тоже. Я люблю свой город, но давайте чуть-чуть его покритикуем. Я тогда буду сохранять баланс и объективность. Вот. И еще у меня есть небольшое замечание. Здесь расположен очень большой флаг Казахстана, но, к сожалению, его состояние желает лучшего. Уважаемое руководство города, если вы это смотрите, пожалуйста, замените флаг, ну или, не знаю, зашейте его, что-нибудь сделать. Это все-таки государственный символ, давайте к ним относиться свято. Ну, по площадке вот это также есть замечание, что это плюс нашего города. Гора, которая находится в доступности у каждого жителя. Можно прийти пешком, можно приехать. Как здесь все облагородили. То есть вот год назад здесь проходил ремонт. Ну, ладно, флаг. Это как бы вообще государственный символ нашей идеологии. Все, что здесь вообще творится. Вот ступеньки, парапеты вот эти. Это каждый год меняется. Каждый год тратим на это деньги. Приходим и видим, ну, то, что вы видите. Эльдар, резко плюс, видите, оно минус сказала. Да. Подсвечивается. Все, ну что ж, поедем дальше тогда. Я надеюсь, что вы мне покажете город и с хорошей, и с плохой стороны, чтобы мы максимально объективно осветили Усть-Каменогорск. Че, погнали? Договоримся. Поехали, вон туда, давайте пойдем все вместе. Как обычно, чтобы поговорить с людьми, мы поехали на местный базар. Но поговорить нам удалось только с охранниками, представителями руководства рынка и еще с непонятными людьми, которые запретили нам снимать на их территории, не приводя каких-либо аргументов. Как, что, почем, правильно? Получается, я перед каждым человеком должен представляться и объяснять? Нет, ты руки не трогай. Работники рынка тоже отказывались от интервью, и было заметно, что их предупредили не высказывать свое мнение. В общем, не получилось снять, мы пытались, но мы едем дальше. Вот, базар Усть-Каменогорска, ты остался неизведанной тайной человечества. Но мы не отчаялись и отправились в людное место недалеко от рынка, но и там произошло то, чего мы точно не ожидали. Про Усть-Каменогорск интервью алсақ бола ма сізден? Интервью алсақ бола ма сізден? Өскемен туралы, пожалуйста. А можно у вас интервью взять про Усть-Каменогорск, про ваш город? Здравствуйте. А можно у вас интервью взять про Усть-Каменогорск, если вам не сложно? Да. Салам алейкум. Брат, интервью можно взять? Все отказывают, а то. Пожалуйста, брат. Короче, друзья, усть-каменцы, они очень занятые люди, я понял, вот в чем ответ. Они настолько все заняты, что им не до интервью, потому что все говорят, нет, время, нет. Про Усть-Камен интервью, понял как? Ты житель Усть-Камен, как тебя зовут? Да, меня зовут Алишер. Ты всю жизнь здесь живешь? Да, с Сколько детства. тебе лет?
Мне 18, но я учусь в Астане. А, учишься в Астане? Да. А почему ты, вот такой вопрос, почему ты поступил в Астану, а не остался в Усть-Каменогорске? Ну, у нас тут школ нету для танцев. А вот когда закончишь универ, останешься в Астане или вернешься в Да, Усть-Каменогорск? тут театров нету. А, ну придется. К сожалению, тебе, да. ввиду своей деятельности. Да. Можно ли сказать, что люди здесь счастливы? Ну да, могу сказать. То есть каждый человек, кто живет в Искамене, он счастливый человек? Да, счастливый. Всегда отдыхает, всегда на позитиве. Да. Стремится к чему-то, ищет свой икигай. Вы слышали? Я считаю, что это гениальная фраза. Жители Усть-Каменогорска всегда позитивные, всегда довольные и ищут свой икигай. Правильно. Да, так говорил аким города, да? Нет? Нет, великий Алишер. Великий Алишер, это ты. Да. Да, знакомьтесь, друзья, великий Алишер, который внедряет икигай в Усть-Каменогорск. Мен сізден осындай листовка алам, ал сіз маған интервью бересіз, жарай ма? Да, болды онда. Қанша жыл тұрасыз Өскеменде? 18, 19 пешки. Ну, Өскеменде емес, я Өскемен, Самарды ауылында тұрамын. Назови мне, за что ты любишь свой город и что хотела бы ты поменять в нем? Город маленький, удобный, ну, тут есть где погулять, все. А из минусов, вот что бы ты хотела изменить? Вот воздух. Да помимо. Ну, и мусор, конечно же, валяется везде. Если не секрет, сколько ты зарабатываешь в месяц, вот так вот, раздавая листов? 80, наверное. Да, прям, ну тебе норм, да? На лето Нормально, подработка да, идеально, конечно. да. Но главный минус то, что очень большое загрязнение от заводов. А плюс, ну, город красивый сам по себе. Для меня это самый лучший город. Самый лучший? Конечно. Потому что родной? Да. А вы всю родной. жизнь здесь прожили? Да. А вот смотрите, в среднем у жителей Усть-Каменогорска какая зарплата, как вы думаете? Вот тут я не в курсе, я в чужие не заглядываю. Чужие в карманы. карманы. А я это делаю, как вы заметили. Как вы проводите свой досуг, например, свободное время? Чем? Ой, у меня дача. У вас дача? Да, Едете на дачку, сажаете? конечно, за баней котлован. В котловане караси. Да. Серьезно? Да. И порыбачить, и дачка? Конечно. Как можно не любить Усть-Каменогорск после такого? Да, скоро грибки пойдут нафиг. Так что... Получается, вы выращиваете это все летом, и потом на зиму сами же это все и питаетесь этим? В Или же вы- смысле, я карася не выращиваю. он Не, сам не растет. я имею в виду на даче то, что А, вы на выращиваете. даче? Ну да. Да. Круто. Ну, можно ли сказать, что жители Усть-Каменогорска счастливые люди? Знаете, счастье все-таки, как сказать, не одним моментом, наверное. Счастье оно есть. Ты его ловишь там, понимаешь? А так, в общем, сказать, что счастливый человек, я в такое не верю. Послание всем жителям страны от вас лично за вот весь опыт вашей жизни, который вы прожили. Что вы пожелаете людям? Только мира. И любите друг дружку. И особенно старшее поколение. Да. Ну вот от имени молодежи, старшему поколению я хочу сказать, мы вас любим. Спасибо. Да, давайте я вас обниму. Да. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Чтобы пообщаться с местными жителями и гостями курорта, мы решили отправиться на рынок. Откуда овощи привозите? Или это местные? С юга. А, это все с юга, да, таскать? Ага. Как бизнес вообще? Туристов мало. Туристов мало? Очень мало. В 2020 году было очень много туристов. На был карантин? Да вы- Очень много. Потому Ага. что был Турция, Египет, все было закрыто. А, Все Астана, Алмата были у нас. ты из Бухтармы? Нет, я с Ридера. Я А, ты с Ридера, тут ага. работаю, да. Мгм. А, ты на лето приезжаешь? Да, работать и отдыхать. У меня тут родственники все, я тут отдыхаю. Мгм. Как вообще в Бухтарме? Ну, я бы хотела в основном рассказать про режим. Давай. Получается, встаем утром в 6, приходим на работу, работаем до 5, потом едем на море, купаемся, отдыхаем, приезжаем, помогаем на даче, потом выходим до 12 гуляем, перед родителями отмазываемся, потом еще гуляем, приходим поздно, ложимся, спим часа 2, и такой же режим каждый день: работа, дом, гулянки. Мгм. Всё. Это получается work and travel по-бухтармински, да? Да, да. Окей. В общем, ехали по Бухтарме, еще ни разу не встретили местных, но встретили людей с Кустаная, которые приехали, сколько, 2000 километров, да, вы проехали? Откуда вы узнали вообще про Бухтарму? Мы здесь часто очень отдыхаем и почти каждый год сюда приезжаем. У нас тут живут родственники, сами мы с Костаная. И как бы вот таких горов у нас типа нету, города нету.
чисто поля, вот едешь и поле. И вот как бы у нас тут родственники, каждый год приезжаем, отдыхаем. А у вас здесь родственники есть, да? Да, вот родственники, вот сестренка моя. А здесь как по ценам вообще? По ценам? Ну, как бы у нас, как живут родственники, у нас all inclusive. А в Кустанае почему не отдыхаете? Там негде? Негде отдыхать, вообще Да? ничего нету, да. Все болото, короче. Да? Да. К Кустанайскому акиму обратись, скажи, что-нибудь Вот сделать. надо вообще. Отдыхательной зоны вообще нету. Вот там отдохнуть даже нету. Тобол, вот река, знаете же? Там даже покупаться нету, вода грязная вообще. Может, Бухтарму вот так возьмем толпой кустанайских и в Кустанай так перевезем, чтобы удобно было? Вообще было бы очень прекрасно. Потом ВКО останется. В ВКО много, Здесь потом города Сибирь, да, вообще много что есть, да. Это слишком пассивно. Есть минусы вообще здесь? Минусов нахождения? вообще нету. Да? Минусы в Костанае, все минусы там. Правда, вот. Да. Чем занимаетесь вы? Хозяйством. Хозяйство, да, Да, сельское скот хозяйство? держим, да. Лошадь доим, хамас, салмау. Вот. Какие пожелания нашим зрителям? Вам пожелания. Всегда стремитесь к своей мечте. И как бы жизнь одна, отдыхайте ее с кайфом. Вот, все, что хотел сказать. И особенно в Бухтарме, скажи. Особенно в Бухтарме. Все, огромное спасибо. Рахмет за позитив, Рахмет за интервью. Всё, Очень приятно, брат. Да, в общем, мы стоим с усть-каманскими пацанами сейчас. Они приехали отдохнуть в Бухтарму, да? Да. Сколько раз вообще ездите вот в год, ну вот за лето? Какой раз уже приехали? Второй раз я, лично я второй раз. Первый раз приехали. Да, здесь постоянно, да? Если выходные выпали, мы уехали. Ништяк. Чем занимаетесь? Кем работаете? Я военнослужащий. Да, это спортсмен, это видно уже здесь. А в октагон выходит, вот в шахте, брат, работает. В шахте работаешь, да? Я В шахте, в пожарной части работаю начальником. Да, ты чё? Да, я в Куштау учился. Ё-моё, блин, круто. А сколько вообще зарабатываете, если не секрет? Ну, вот пожарной части, вот мы ни разу не общались с Я пожаром. начальник работы, руководящая должность, зарабатываю около 170-180. 170-180, это как бы средняя зарплата, да, в Казахстане? А у вас как? В шахте, короче, работаю. Шахтер. Самый больше своей зарплаты 350 получался. Ё-моё, братан, ну, шахта, она платит еще за здоровье, да? Да, она за здоровье она платит еще больше. А сколько вот одному человеку нужно привезти денег, чтобы вот комфортно отдохнуть, скажем? Одному чисто дня, одному? 2-3 дня вот так вот. 20-30 тысяч. 20-30 тысяч, это включая переезд, всё, бензин, да, питание. да. 20-30 тысяч тенге, ребята, ё-моё, ВКО, приезжайте сюда, в Бухтарму. Смотря на город, невооруженным взглядом можно увидеть смог. Усть-Каменогорск находится в горной котловине, и выбросы предприятия ощущает каждый житель. Мы поговорили с Андрой, и она озвучила свое видение этой ситуации. То, что мы уже сейчас можем сделать и внести вклад в экологию, это, наверное, перевести город на газ. Крупнейшие заводы — это Касынк, то есть самый вот такой крупный масштабный загрязнитель, Ульбинский металлургический завод, титано-магниевый комбинат и наша ТЭЦ. То есть это вот такие гиганты, которые еще были построены в советское время по советским технологиям, и, соответственно, они модернизируются не как производство, и они-то и дают основную долю выбросов, конечно, которые здесь есть. Больше всего расстраивает то, что мы кормим страну этими, да, отчислениями в бюджет. Мы страдаем от того, что здесь такое производство налажено, и оно как бы работает. Но давайте нам сделаем классные больницы, давайте нас обследуем, давайте очереди не будет к тем самым врачам, когда какой-то очередной завод меня отравит, я пойду и бесплатно получу квалифицированную помощь и какую-то реабилитацию. Об этом вопросов нет. Если что-то у тебя случается, ты остаешься один на один со своими проблемами. Ты берешь отпуск, ты идешь в частную клинику, ты как-то там лечишься, но никто из нас не знает, что внутри нас. Никто этого не изучал. Уважаемое государство, вот, Усть-Каменогорск кормит всю страну. Давайте заботиться о местных жителях, они этого заслуживают. Пожалуйста. Да, пожалуйста, да. Вот только что Ильдар показал мне приложение на телефоне, которым пользуются, наверное, которым пользуются жители не всех городов. Можешь рассказать, что за это приложение и для чего оно? IQ Air здесь показывает, получается, рекомендации по охране здоровья, сколько загрязняющих веществ в воздухе. Ну, вот сейчас, например, в данный момент я наблюдаю, что 123 это показатель, то есть, да, процента там, нездоровых для чувствительных групп населения. То есть рекомендации сейчас носить маски, закрывать окна. То есть уже опасно? Не ходить, да, вот по паркам и не ездить на велосипеде. Очень актуально для промышленных городов, потому что в определенное время дня на заводах происходят разные процедуры, и загрязнение воздуха меняется в соответствии с этим. И еще я здесь узнал, что, оказывается, бывают у всех жителей города так называемые эти дни. И это не то, о чем вы подумали, а это НМУ.
Неблагоприятные метеорологические условия. Да. То есть в эти дни вообще не рекомендуется выходить из дома, закрываются полностью все окна, и на улицу можно выходить чуть ли не только в противогазе. Представляете, вот чуть ли не так. Ребята, мы в городах и таких поселках часто наблюдаем, что очень много заброшенных вот таких вот фонтанов, то есть, которые остались с Советского Союза. Здесь уже воды нету, наверное, лет 10, и очень много мусора. И если в том, что не функционирует там фонтан, это виновато правительство, да, что вот как бы не создают такие условия. Здесь, если был бы фонтан, это было бы вообще круто, потому что там находится рынок. Но мусор, оставленный здесь, вот посмотрите вот сюда вот. Вот мусор, он в основном состоит из водки, из пива, и это же не виновато правительство. Вот эти семечки, которые щелкают, это же не Акимат все делает. Это все делают люди, а точнее туристы, которые сюда приезжают, а может и даже местные. Вот. Поэтому прежде чем хотеть, чтобы к вам относились уважительно, сначала относитесь уважительнее к природе и к окружающей среде. Фонтан действительно выглядел немного печально, но пройдя дальше вдоль парка, мы заметили, что в принципе улицы выглядели довольно чисто и уютно. По пути в парк к нам присоединилась Асимгуль. Она является местным начинающим блогером и с радостью решила нам рассказать про свое родное село. Я здесь родилась 24 года уже, как живу здесь, казахскую школу закончила, устроилась на работу, я учитель. Как учителя нормально зарплату получают, кстати? Ну, я не жалуюсь, да? Честно, вот постоянно жалуются все, я не знаю, почему жалуются. Ну, в поселке выше, чем в городе зарплаты, да? У нас есть сельские, потом еще какие-то проценты, надбавки, ну, не жалуюсь. Ну, от часов зависит все, конечно. Ну да. Ребята, я хочу вообще заострить внимание, вот посмотрите, за мной стоит жираф. Получается, местные жители жалуются, потому что дети вот так с заднего прохода заходят в жирафа и выходят, вот получается, с груди. Но я не знаю, какое решение принять, чтобы это изменить. Как бы, если наоборот поставить, это тоже не очень будет смотреться. Но мне нравится. Я не знаю, зачем жалуются. Блин, был бы у нас такой жираф в Баян-Уле в моем детстве, я бы был счастлив. И мне бы не было брезгливо. Да. Вообще, я вот заметил, мусора много возле фонтана. Это в основном туристы делают или местные жители? Нет, вот честно, это жители делают. Местные, вот, да? Молодежь выходит, погуляет, там и оставит все. Даже урны есть, их много здесь. Они не выбросят, они рядышком поставят. Друзья, нет, это не съемки фильма «Безумный Макс». Мы приехали на свалку города. И можете вкратце рассказать, что здесь происходит? Ну, вообще смотрим вокруг и задаемся вопросом, чем ли это не экологическая катастрофа. Это весь мусор, который из наших домов попадает сюда. В черте города находится этот объект. Здесь прям рядом живут люди. Вы представляете, наверное, что они ощущают. Если мы только подъезжаем, уже видим этих птиц, эти запахи. И с мусором здесь ничего не происходит. Мы можем, как активисты, собираться, проводить субботники. В конечном счете мусор попадает сюда, он продолжает здесь лежать, гнить и отравлять нас. Друзья, казалось бы, свалки есть везде, и можно, да, спросить, почему мы сюда приехали и докапываемся до этого. Но обычно в городах свалки бывают очень далеко от самого города. Либо в нормальных цивилизованных странах есть утилизация мусора, да, друзья? Это очень плохо, что так, ребята. Не должно в городе быть столько мусора внутри города. Усть-Каменогорск – город контрастов, и сразу после свалки мы отправились в очень красивое и атмосферное место. Мы находимся на прогулочном катере, который называется Дмитрич. Это в честь капитана этого судна. Это Усть-Каменогорское водохранилище, то есть здесь находится ГЭС. Для тех, кто не знает, что такое ГЭС, это гидроэлектростанция. То есть здесь река Иртыш протекает, она попадает на гидроэлектростанцию, этим самым вырабатывается электроэнергия. А это Усть-Каменогорское водохранилище, то есть накопитель воды. И здесь вот так вот Григорий Дмитриевич проводит экскурсии на вот таком вот прогулочном катере, где можно насладиться шикарной природой. Построено моими руками. Сами вы его построили? В 90-х годах, да. Если не секрет, вот вы владелец этого судна, вы на этом зарабатываете, я правильно понимаю, за счет вот этих туристических поездок? Ну, я уже, как говорится, не ради заработка. Призвание. А ради того, что раз я на пенсии, чтобы не лежать дома на диване, нужно приносить какую-то пользу людям, пользу обществу.
Это круто. Поэтому вот я занимаюсь вот этим. А можно спросить сумму вашей пенсии, если не секрет, и хватает ли вам ее на жизнь? Пенсии хватает. Да. Какая сумма, если не секрет? 150 тысяч пенсии. Помимо пенсии, тут больших приработков нету, заработков нету больших. Вот, если бы здесь были большие доходы, то нас бы давно отсюда... Мы сейчас в более-менее свободном пространстве. Можно порулить, попросить у вас? Пожалуйста. Могу предоставить вам даже фирменную кепку, в которой все фотографируются. Блин, классно, я делаю вправо, он едет вправо. Я делаю влево, он делает влево. Мне кажется, опа, наша будет авария. Опа, справа. Очень безответственный водитель. Куда ты лезешь, куда ты подрезаешь, елки-палки? Видишь светофор? Все, едем, нормально вот. Так что, избежали аварию, друзья. Двигайтесь со мной, нормально все будет. В безопасности будете. И я ваш капитан. Спасибо, Григорий Дмитриевич. Я передаю вам руль. Да, ребят, на самом деле это не так легко, как кажется. И чувствуешь прям большую ответственность за людей. У меня аж чуть сердце ёкнуло. Это, блин, елки-палки подрезает, что рукой машет. А если, допустим, что-то непредвиденное произойдет, если у вас какой-то там сигнал СОС, типа что-то вот. О-о-о! Так что, вот, пожалуйста. Асимгуль, я думал, что ты привела меня в БНУ, потому что, я не знаю, как будто вот что-то родное такое, Да, камни эти родные, камни, да, деревья, скалы. Где мы сейчас находимся? Это база отдыха Мохнатка. Это известная самая у нас база, потому что с давних времен. Здесь в основном приходит еще большинство местных жителей. Они здесь купаются, здесь пацаны со скалок ныряют. Там тоже. И это с советского времени, да, осталось? Давно база она, да, отдыха? была. А чем она отличается от других баз отдыха? Вот, новых, например? Видом, в первую Вид, да? очередь видом, да, что здесь такие скалы, здесь такие фотографии делают. Постоянно на вот эту именно гору залазят все, здесь все фотографируются, влюбленные, не влюбленные. Многие люди в Казахстане даже не подозревают, что более 50-60% воды во всех ее видах, озера, реки, ручьи, находятся в восточном Казахстане. Бухтарма – одна из самых больших водохранилищ. Он даже входит в десятку крупнейших искусственных водоемов мира. Его площадь 5500 квадратных километров. Благодаря этому факту жители называют его морем. Тут, на зоне отдыха Мохнатка, мы решили поговорить с местными. А вы сколько лет здесь живете уже? Ну, я здесь с рождения. С самого рождения? Я родился, да, здесь. Самые местные? Да. А где работаете? Работаю буровиком в карьере. Сажаевский карьер. А чем занимаются вот люди в Бухтарме? Где работают? Ну, вот, завод там, у нас есть цементный, да. И, ну, так, кто вот помогает людям отдыхать, обслуживающий персонал и так далее. И тому подобное. Нескромный вопрос. Зарплаты устраивают? Не особо. Не особо? Ну, сколько вы примерно в среднем зарабатываете? Да здесь у нас в И среднем стольник имеют, и все. Если ты, допустим, только что отучился или что-то там, ну, ты будешь получать, пойдешь на работу 1080. Больше максимум, да? В Бухтарме люди счастливы? Ну, я не знаю, я счастлив, живу, кайфую. Видишь, как сам когда отдыхаю, купаюсь, мне нравится все. Ну, а минус, что я хочу сказать, у нас один цементный завод. Людям приходится работать там, да? Больше негде. Знаете, что хочу сказать? Медицина. В упадке, да, Минус, потому что раньше у нас такая шикарная была больница, и вот это стационар. Сейчас вообще ничего нету. Что заболеете, нам не знаешь, куда ехать. Нас всегда посылают Усть-Каман, Зыряновск. Ну, я считаю, надо в первую очередь сделать дороги, чтобы... Так у нас, в принципе, в Бухтарме чистенько, все хорошо, мне нравится. Ну вот, там разрыли, бросили, там разрыли, бросили. Знаешь, вот это вот я бы сразу бы это ну вот, которые пресекал. средства Если бы было это в моих возможностях, надо конечно, это... Проехавшись по Бухтарме, мне было очень обидно, что я не приезжал сюда раньше. Я думаю, многие казахстанцы больше выбирают наиболее туристически обжитые регионы нашей страны. Ведь в 2020 году на водохранилище отдохнули примерно 57 тысяч туристов. Эта цифра и близко несравнима с популярностью Борового и Алаколя, который в том же 2020 году посетили почти 800 тысяч человек. Поэтому приезжайте отдыхать в Бухтарму, пока это не стало мейнстримом. Вы точно останетесь неравнодушными. После Бухтармы мы продолжили путь в Катон-Карагай. По пути мы заехали в город Алтай, бывший Зыряновск, чтобы навестить маленькую девочку Эмилию. Кто следит за моей страницей в Инстаграм, могли заметить, что уже больше полугода мы стараемся помочь этой семье. У Эмилии спинально-мышечная атрофия. Ее родители открыли сбор для специального укола Золгенсма, который поможет исправить этот недуг. Друзья, мы прикрепим в описании реквизиты. Если у кого будет желание и возможность помочь, мы будем только рады.
Река Иртыш разделяет город на правый и левый берег. Мы посетили мост, который соединяет части города. Слева от нас гора с надписью «Казахстан», под нами река Иртыш. Мы находимся на мосту. Что не так с этим мостом, Эльдар? С мостом все хорошо, только вот строится он очень долго. Почти 5-6 лет мы этот мост строили. Получается, здесь раньше был небольшой мост, его реставрировали, расширили, и он стал вот таким, как сейчас. Но все равно он недостроен, здесь нету разметки, да, еще много косяков. Можно ли назвать этот мост мини-ЛРТ по-ускименски? Да, можно, конечно. Памятник коррупции, да, отчасти. Но я думаю, это не случайно, потому что сзади нас мини-Байтерек, и получается в Искимен чуть-чуть Астана, да, оказывается? Есть. Да, местами так бывает. Бывает. Друзья, мы сейчас на левом берегу находимся, в невероятно красивом месте. Сзади меня мечеть имени Халифа Алтай. Она считается третьей по величине в Казахстане. А слева от меня, друзья, этнопарк, внутри которого находится этноаул. Это живой памятник народам Казахстана, в котором собраны более 10 культур народов Казахстана, друзья. Давайте зайдем и вместе посмотрим на это и пообщаемся с людьми. Вот на территории этого парка мы видим карту. Здесь есть зоопарк, комплекс «Шелковый путь», зона семейного отдыха, детский городок, город мастеров, аллея скульптур, аллея классической музыки. Боже, тут отдельный город. Все-таки я предлагаю в выпуск добавить не Усть-Каменогорск, не Семей, а еще вот отдельный вот этот вот парк. Давайте вместе познакомимся с ним. Кажется, здесь кайфово. Ну, мама, пожалуйста, поддержите сына. Мама, пожалуйста, а то мама хватается. Ладно, кет балхай. Все. Да, мама. А ты кем? Нурмухамед. Нурмухамед, откуда приехал? Ты не местный, говоришь? Да, я с Кызылорды приехал. С Кызылорды? Да. Серьезно, мы недавно там были у вас в гостях. Че, как тебе Усть-Камен, скажи мне? Первое впечатление твое. Нормально, мне нравится. Вот такой вопрос. Когда ты вырастешь, кем ты станешь, скажи мне? Я еще не решил. А мечта есть какая-то? Вот хочу, ну типа там космонавтом, там, футболистом. Просто мечта. Свой ресторан хочу. Вау, а почему именно ресторан? Не знаю, потому что, просто с детства так решил. С детства? А сейчас ты взрослый прям, да? А сейчас, да. Это когда с детства? В год ты решил это типа ресторан? Да, в год прям, когда родился, еще в Красавчик, животике будущий был. бизнесмен. Когда ты постарше будешь, наша страна наверняка изменится. Конечно. Вот какое развитие нашей страны ты видишь? Вот представь, Казахстан 2050. Что там будет происходить и что ты там будешь делать в Казахстан 2050? Тогда я уже буду старым, будут ехать Теслы, а то видеть такие Жигули уже устал как-то. И да, будет, не знаю, больше игровых центров желательно. Да, как раз тебе 42 самый раз будет. Да, для детей и других. Я хочу позаботиться о жизни других детей. Вау! А жену как звать будет? Ну, буду еще посмотреть. Наугад любое женское имя. Раз, два, три, говори. Айгуль. Все, Айгуль, если ты это смотришь, как тебя зовут? Нурмухамед. Нурмухамед. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Айгуль, говорит, вы моя будущая жена, да, скажи? Красивый, богатый мужчина. О, красавчик, дай 5 просто, дай тебя обниму, ты тигр. Да, спасибо. Просто я полюбил этого парня. Да, Можно заберу, да, его с собой? Не против же, да? Я против. Погнали. Извините, я против. У меня папа есть. Погнали. Как я понял, вы не местные жители? Не местные, да. Мы приехали по делам и решили это на деревню посмотреть. Да, вы впервые здесь? Впервые. Да, как впечатление, как вам в целом парк? Понравился парк. Ну, я думаю, парк молодой еще доделать надо, а вообще в целом понравился. То, что, в принципе, в городе есть среда обитания для жителей, то есть не просто как жилье, а чтобы люди отдыхали. Ну, замечательно. Скажите мне, вы часто бываете в Усть-Каменогорске? Я часто, да, бываю. Да. Можете вкратце сказать основной плюс города и основной минус города, по вашему мнению, по чесноку? Ну, плюсы... В последнее время появился город, привели в порядок. Это вполне современный, цивилизованный город сейчас стал. Из минусов,
Ну, экология, конечно, в Усть-Каменогорске экология самая страшная, то есть это без сомнения. Первая экология. Вот. Ну, наверное, еще мусорно, пока у нас достаточно мусорно. Я вот ехал, обращал внимание, что мусор выбрасывается. У меня давно такая идея зреет, что вот те люди, которые поймались с выброшенным мусором, их не надо арестовывать, не надо штрафовать, надо просто общественные работы, как делать, да, подметать улицу. У нас вот то есть, если он выбросил мусор, его словили, он убрал свой мусор и еще уберет другой. Да, часов, допустим, там 10 ему приписали, пусть по выходным, там по 2 часа или по 4 часа, как ему удобно, подметает улицу. Да, зато будет и польза, и воспитание. Воспитание, польза, конечно. Вот, да. Ага, и такой вопрос. Вот представьте, у вас есть безлимитный бюджет, условно, и у вас есть возможность построить какой-то один объект в Восточно-Казахстанской области. И что бы вы это построили? Вот? Я думаю, что в этом смысле надо опираться на мнение людей. Вот в Москве работает очень хорошая программа «Активный гражданин». И там обсуждается бюджет на следующий год, обсуждается, вот здесь мы тротуар проложим, вот здесь мы скамейки поставим, вот здесь мы там сквер сделаем. А люди говорят, нам не нужно здесь сквер, нам нужно, допустим, здесь дорожка. Уважаемые власти, давайте сделаем приложение, где народ будет выбирать какие-то новые изменения, и этим самым у нас все будет соответствовать политике слышащего государства, я думаю, напрямую. Что-то ремонтировать, что-то, допустим, и как ремонтировать. А вот смотрите, представьте, что вам дали бы комфортную для вас оплату и предложили бы переехать в другой город. Куда бы вы переехали? Или остались бы? Нет, я бы остался. Ну, здесь родился, впитал все. Ну, и даже скажу так, вот, по большому счету. Ну, вот уже, как я уеду в Россию, мне где буду козы потом брать? Ну, просто так вот. Не, ну, вы посмотрите, сейчас на рынок зайдете. Вот вчера я покупал, женщина говорит, а вы куда? Я говорю, да домой, вроде как. Она говорит, да мы вот к детям в Россию, говорит, просят, говорит, там, жая купить. Ну, вот, ну, представляете, вот. Элементарно кухня, вы уже привыкли к этой. Да. Большое спасибо за интервью. Ладно, удачи. Очень круто. Путь до Катон-Каргая продлился до вечера. Было даже немного волнительно ехать в самую восточную точку Казахстана. Вот, например, если житель Алматы захочет здесь отдохнуть, ему предстоит проехать целых 1375 километров. А вот жителю Ахтау придется ехать аж 4000 километров, преодолев 51 час езды. За такое же время из Ахтау можно доехать до столицы Германии Берлина, оставив позади целых 4 страны. После такого действительно удивляешься огромным масштабом нашей Родины. Учитывая такую огромную площадь нашей страны, самое рентабельное – это развитие сельского хозяйства. Команда Genesis придумала отличный план по освоению 5 миллионов гектар земли в Казахстане. Подробнее об этом вы можете узнать из 3 фильмов «Архитекторы будущего». Вкратце, это вывод страны из кризиса, создание рабочих мест и, соответственно, поднятие экономики. На сайте genesis.kz вы можете пройти регистрацию, а также подписать петицию. И когда соберется 300 тысяч подписей, то обращение будет направлено самому президенту Казахстана. Для вас это займет всего несколько минут, но в масштабе страны это вклад в развитие нашей республики. Ну что, друзья, мы приехали в Катон-Карагай. Все те, кто нас пугали, что в ВКО дороги страшные, убийственные, это все неправда. Трасса была замечательная, правда, немного далековато от Усть-Каменогорска, но, друзья, мы сегодня утром просто прекрасно выспались и увидели вот такую вот замечательную природу. Катон-Карагай – это удивительное место, которое граничит с Россией и Китаем. Район был образован в начале 20 века, и именно тут расположен самый большой природный парк в Казахстане. Кстати, в 2014 году он вошел в список особо охраняемого наследия ЮНЕСКО. Местные ребята первым делом нас повезли на местный рынок, где мы пообщались с обычными жителями. Друзья, вот когда мы выехали с Усть-Каменогорска, мы наблюдали такую картину, что прямо на трассе люди продавали мед. То есть сейчас мы приехали в Катон-Карагай, где находится первоисточник, где очень много сортов меда, и вот здесь вот люди на рынке торгуют. Сколько видов меда у вас есть? У нас разные виды есть. Есть разнотравие, есть доник, есть цветочный мед. Они все разные. Даже разнотравие есть разные виды. У нас в Катон-Карагай самый натуральный мед. Да? Да. Ну, рядом, потому что Алтай. Да, у нас горы, все чисто, все натурально, все полезно. А это курт, да, у вас? Или вот что? это курт, давайте попробуйте. Да? Ну, давайте попробуем. Это вареный. Короче, курт. Кто знает такую таблетку Хилакфорта, если вы ее вот так попробуете, она чуть
есть куртом отдает. То есть курт, он, в принципе, полезен для кишечника, потому что у нас у казахов еда очень жирная и плотная, ну, то есть тот же бешбармак. И когда куртпен заедаешь, у тебя пищеварение лучше работает, на самом деле. Самый дорогой мед какой здесь стоит? Самый дорогой полторашка, это 4500. А, ничего себе. Да. Это какой вид? Это полторашка, это доник и разнотравие и доник смешанный у нас. Это местный мед. Вот, о, ничего себе. Горный местный, да. Вы попробуйте сейчас? Давайте. А можно вот так вот курту так замокнуть и попробовать? Давайте сейчас. Или это будет издевательством? Нет, попробуйте можно. Короче, мой ата меня всегда учил, чтобы проверять мед, говорит, на его качественность, потому что некоторые сахар же добавляют туда, и он не натуральный на самом деле. И он брал обычную газету, туда наливал мед, и она по газете прям плавно вот так не распределялась, а плавно текла и следов не оставляла. Это значит натуральный мед. Еще на заметку, лайфхак. За вас. О, ничего себе. Мы сегодня такой ели, да, на завтрак? Это доник. А вы же не пробовали? Вот, на самом деле, я когда зашел, я думаю, почему чекушку продают? Ну, как-то не очень красиво, а тут оказывается, на самом деле, чисто для иммунной системы. Это, можно сказать, местная аптека. Стойка пантокрина. Добавляется кровь, морала. Морала, Да. мюзден, да? Да, мюздин, да. Потом добавляется спирт, потому что всегда добавляется кровь и спирт. Ну а если говорить об уникальности, то это, наверное, пантолечение. Панты – это природный продукт высокой биологической активности, полученный из губчатого вещества молодых рогов морала. Пользуется мировой известностью и применяется в народной медицине стран Юго-Восточной Азии более 2000 лет. Высокоэффективный метод профилактики преждевременного старения, укрепление иммунной системы, снятие стресса, выведение шлаков из организма, а также мощное природное средство по борьбе с радикулитом, болезнями суставов и сердца. Жители говорят, что именно это делает Катон-Карагай местом для обязательного посещения. То есть здесь, можно сказать, в Катон-Карагае, в принципе, таблетками не пользуются, все лечатся вот такими, да, бабушкиными методами. Ну, иммунитет кежахса. Витамины натуральные. Вот такие вот бальзамы разные есть. Для иммунитета, для повышения иммунитета. Даже для мужчин разные, это отдельные есть. А вот эти вот орешки. Орешки, да. Ага. Да, Ну, это кедровые внутри шишки. Кедровые шишки. Внутри, да, орешки. Вы можете открыть. Смотрите. Вот такого вот в натуре нигде не встретите. Это только в Катон-Карагае. Смотрите. Вот. Вот эти орешки можно брать и как семечки щелкать. То есть вместо того, чтобы покупать там джин, бабушкины семечки, лучше вот это взять и под фильм просто ушел. Вот. Еще что? А вот это вот что вот? Масло у нас. Пихтовое масло. А, да, пихтовое балмы, масло. да. Все. Ох. Давайте наливайте. В общем, мы встретились здесь. Зему, можно сказать, с Алматы приехали, да. Вы как будто вот с гор только что спустились, 2 дня там кого-то ночевали. Не, мы в гостях просто. А вообще мы приезжаем сюда на лето. У вас здесь родственники живут? И родственники есть, и домик купила я. Я чисто вот еду, чтобы жить тут, дышать воздухом чистым. Не выходишь. Да? Ой-бай, я сейчас там меня увидит в Алмате, скажет, вот дает она там уже успевает. А чем занимаетесь в Алмате? В Алмате я пенсионерка, я отдыхаю. Я уже... как пенсии сейчас? Пенсии не хватает. А сколько вы получаете? Ну, 100 с лишним. Ради чего людям стоит приезжать в Катон-Карагай? Ой, ради здоровья. Вот для меня лично ради здоровья я приезжаю. Что здесь отдыхаю, здесь шума нету. В интернете почти не сижу. Телевизора у меня нет. Я живете полной жизнью? Да, полной жизнью. Я хожу за ягодами в горы. Потом у меня огородик, у меня зеленушка. Я ухаживаю, цветы. Вот вся моя эта работа. Вот. Ну, классно. Так вот, что на самом деле люди на пенсии вот так должны кайфовать. Все так должны кайфовать, потому что в городах делать нечего нам абсолютно. Конечно. Вот эта суета, она все равно Абсолютно, закрывает да, она человека. настолько, вот эта информация такая идет еще. Тут волей-неволей слышишь вот эту грязь всякую, которая льется. На самом деле, Татьяшка правильно говорит в плане того, что вот интернет, он как бы нам дал
большой поток информации, да, и мы думаем, что мы весь мир видим, что мы за всем следим, а на самом деле мы просто клацаем в телефон, уткнувшись, и ничего не видим вокруг. Зрение падает, все это зачем? Здесь вот Катон-Карагай, есть ли пансионаты? Вот для... Ну, я слышала, там вот по дороге даже, вот где я живу, в Урыле, деревня называется, там много вот этих частных пансионатов, туристы приезжают. Были пенсионеры из Швеции, 20 человек было. Поэтому из Швеции приезжают да, сюда, из Швеции, поэтому тут надо развивать все это, сервис делать. В первую очередь, вот как Маргулан Синсимбаев говорит, туалеты. Вот самое главное у нас болезнь – это туалеты. Надо туалеты везде ставить, и чтобы они были чистые. Вот. Ну, естественно, по дороге, чтобы люди могли перекусить, какие-то кафушки ставить, гостевые дома. Вот. Ну, а там дальше вот кто что выберет. Приглашаю всех в Катон-Карагай. Это жемчужина Казахстана. Это вторая Швейцария. Поэтому приезжайте, с удовольствием будете отдыхать. Воздух тут бесплатный, вода тоже бесплатная, чистая, поэтому всех Катон-Карагай – это не вторая Швейцария. Швейцария – это второй да, или наоборот, да. Или наоборот, да. Посмотрите, ребят, цирк проезжает. Да, этот человек-невидимка. Я не знаю, что здесь происходит. Человек вот сними, братан. Вот. Посмотри. В общем, я не знаю, я с ума схожу в Катон-Карагае. Посмотрите, какой магазин просто. Какой антуражный магазин. И еще один момент хочу показать. Мы не знаем, мы находимся на такой улице, где просто чудеса происходят. Вот это вот здание небольшое. Как вы думаете, чем это здание занималось? В общем, это здание, оказывается, было школой. Здание. Представляете? А мне где Пуланда? Давайте сейчас узнаем. Ассаламу алейкум. А вот это правда, да, что школой было? Да, раньше, по-моему, это школа была. Друзья, в этом городе очень много частного сектора, и мы заметили, что именно на подъездах вот, к частному сектору очень плохие дороги. Вот. Вы, собственно, можете это наблюдать. Знаете, зачастую так бывает, что когда есть какая-то большая глобальная проблема, то более мелкие, они уже в принципе не берутся в учет и забываются. Из-за того, что здесь сильно зациклена проблема экологии, да, мы не отменяем никак эту проблему. И она сложно решаема, но дороги, ребята, это же элементарная вещь. Такой красивый город, с такой природой, с такой инфраструктурой, и дороги в очень плачевном состоянии. Просто, ребят, щебень вот так вот, положен на асфальт, да, который очень сыпется. Поэтому дороги – одна из проблем Усть-Камена. К сожалению, такое состояние асфальта – это проблема не только окраин, но и всего города в разных и совершенно неожиданных местах. Так, это медико-санитарная часть. То есть и то, что здесь происходит, это показатель того, каким образом у нас относится власть к дорогам, к людям, которые по этим дорогам должны ездить. Вы наверняка оценили дороги в центре, дороги на окраинах. Вот так по этой разбитой, вшатанной дороге люди, которые страдают физически, на скорой едут вот сюда для того, чтобы им оказали помощь. Вы, судя по всему, военный человек или вы в МЧС где-то работаете? А где дороги работаете? строим, дороги. А, вы дороги строите уже сколько лет этим занимаетесь? Не, я переехал со Сосны сюда. А, Сосны переехал? Сколько лет уже? В этом году. А, в этом году, да? Тут очень много животных, говорят. Медведи водятся, волки водятся. Пацаны себя как волки ведут иногда. Да. Ну, видели ли вы своими глазами вот местных животных таких необычных? Морала видел, лося видел. Да? Медведя видел. Медведя видели? Видел, да. Нифига себе, а где это, в какой стране? Это дальше туда. Ага. Вы в этот год приехали и сразу, да? То есть мы можем сейчас там горы куда-то выйти. Надо на Рахман съездить. И там есть, да? Еще медведи. Ну да, можете. А номер есть, чтобы мы там набрались, встретились еще? У медведей здесь тоже актив, кстати, потому что Билайн не ловит. Здесь и вправду сосредоточено богатое разнообразие флоры и фауны, и сохранились виды, внесенные в Красную книгу Казахстана. По предварительным данным, на территории парка произрастает свыше 1000 видов высших сосудистых растений. 30 видов занесены в Красную книгу. К тому же, здесь можно встретить более 300 видов позвоночных животных и птиц. В Красную книгу занесены алтайский улар, черный аист, горбоносый турпан, снежный барс, каменная куница и многие другие.
Но все же, невзирая на разновидности животных, людей тут больше не становится. Мы не просто так сейчас стоим на фоне заброшенных зданий. Дело в том, что когда Катон-Карагай решили звание районного центра, здесь произошел большой отток населения. И в ближайшие, говорят, 10-15 лет здесь останется всего там человек 400-500. И правительство, в общем, решило запустить такой проект, когда из южных регионов будут сюда переселять людей, бесплатно им давать квартиры, чтобы они обживали Катон-Карагай, чтобы здесь работали, строили бизнес. Мне кажется, это хорошая идея, потому что если с южных регионов будут сюда переезжать, здесь очень, мне кажется, развится торговля, потому что у нас юг умеет торговать. А дальше мы поехали на Стрелку, и это не цитата из сериала «Бригада», а любимое место для встреч и прогулок среди жителей. Друзья, мы приехали на достопримечательность, которая называется Стрелка. Почему она так называется? Потому что это место, где встречаются две реки и соединяются в одну. Это Ульба впадает в Иртыш. И что самое интересное, здесь красивая набережная, вот есть внутри красивый парк. И очень мало людей. Город — это люди. Вы знаете, что это наш главный девиз, но, к сожалению, мы не можем встретить много людей и сложить какую-то большую общую картину, потому что мы сделали такой вывод. Это промышленный город, люди с понедельника по пятницу работают на заводе, и, скорее всего, на выходные они уезжают на какие-то природные заповедники, которых здесь немало. Но, несмотря на это, мы постараемся как можно больше пообщаться с людьми. Главный плюс вашего города, по вашему мнению? Реки, озера, природа. Природа. Главный минус вашего города? Заводы. Завод. Единственный минус. Ну, дороги, соответственно. Судя по тому, что это для вас минус, вы не работаете на заводе? Уже нет. Уже нет. Раньше работали? Конечно. А повлияло ли как-то это на ваше здоровье, то, что вы там работали? Да. Как это отразилось, если не секрет? Ну, болеть чаще стал. Да. Ну, вы уверены, что это прямо из-за завода, да, то есть это повлияло? Абсолютно. Да, то есть какие-то вредные вещества? Сернокислотный цех, урановый, бериллиевый, там все, вся таблица Менделеева. А как сделать так, чтобы все-таки не происходило таких ситуаций, как у вас? Это как-то с этим можно бороться, может быть? Можно. Увеличить в 10 раз штрафы предприятия. Ну, тогда будет меньше сбрасывать. Может, тогда задуматься, что надо ставить фильтр. Хотя, в принципе, если потратиться, эти фильтры можно установить, можно. Да? Как они это делают зарубежные компании? Да, они устанавливают, но они не меняют. То есть, когда нужно, экономят на определенный момент. Соответственно. Жалеете о том, что работали на заводе? Перемотали бы время и сделали бы по-другому? Ну, это как бы все равно опыт. Везде как бы попробовать себя надо, где-то на своем остановиться. А то, чем сейчас занимаетесь, можете ли вы это назвать своим призванием, любимым делом? Да, то есть вы к нему пришли, самое главное. Да. Самое главное, друзья, в этой жизни найти свое призвание. И чтобы вот так вот счастливо со своей женой, с ребенком смотреть на реку и наслаждаться жизнью. В общем, такой вопрос. Как вам город Усть-Каменогорск? Объективно. Я 2 года проучилась в Астане, и по сравнению с Астаной мне нравится больше здесь. Серьезно? Да. Почему? Мне кажется, что здесь больше жизни. Она ощущается, когда просто гуляешь один или с друзьями. Смотрите, вам 17 и 19 лет. Вы то самое молодое поколение независимого Казахстана. Вы это осознаете? Да. Через 20 лет в Казахстане будет как? Я не знаю. Я особо не имею больших планов. Я просто думаю о том, как я могу в основном сделать сначала себе лучше жизнь, а потом, как я могу сделать эту лучшую жизнь другим. Хочешь изменить мир, начни с себя, правильно? Да. Ты так же думаешь? Да. Капли море мед, правильно? Мы поняли все. Нормально все. Короче, будете развивать нашу страну? Верса. Я постараюсь как могу. Я ничего обещаю. Это будущий депутат. Я возьму свою должность, но ничего не обещаю. Вы от меня не требуете. Я буду что-нибудь там делать. Главное, сам буду нормально жить. Если что, может, помогу. Ну а мы снова отправились в путь, посмотреть чуть ли не главную достопримечательность района. В Государственный историко-культурный музей-заповедник Бериль. По уточненным данным, здесь насчитывается около 100 курганов и других погребально-поминальных сооружений. На сегодняшний день Бериль – единственный на территории Казахстана памятник с сохранившимися находками из органики. К тому же, здесь исследован царский курган номер 11, где было обнаружено погребение вождя и женщины, а также с ними были погребены целых 13 коней. И все это прекрасно сохранилось в линзе вечной подкурганной мерзлоты. Друзья, мы, в общем, вышли только что из Береля. Здесь сакские курганы, то есть музей стоит, дома сотрудников. И, в общем, зайдя в музей, нас гид не запустил.
сказал, что без разрешения, туда-сюда. В общем, отсутствие сервиса налицо, как и на севере, на востоке, везде принято. Был обед. Мы не могли просто, ну тут помимо нас 10 человек, да, со съемочной группы, помимо нас еще где-то человек 8 стоит. И еще там что-то, ну где-то человек 25, наверное, здесь двигается. И никто не может ничего сделать, потому что обедают все. Ну так нельзя делать. Люди приезжают, извините меня, за 2-3 тысячи километров. Можно одного человека выделить, хотя бы объяснить. Типа, дайте 15 минут, мы все организуем, все будет четко. Никто ничего не сказал, и мы немного разочарованно отсюда уходим. А хотя так красиво. Кстати, хочу заметить, что 80 километров дороги с Катон-Карагая до Береля была неплохой, если не брать во внимание тот факт, что последние 8 километров оставляли желать лучшего. В самом Береле мы познакомились с постоянным гостем Айман Тате, которая поразила меня своей открытостью и рассказала нам проблемы Востока и Казахстана в целом. А вот сейчас карантин 2 года, и многие туристы сейчас не стали за рубеж уезжать, они начали местные наши достопримечательности смотреть, приезжают, да, сейчас просто здесь нету сервиса. Да. Сервиса нету, да. Вот даже в самом Катон-Карагае нету элементарных таких кафе, столовых. Общепита нету, где становиться. Вот это только начали сейчас это все разрабатывать, это надо деньги вкладывать, вроде нацпарк мы тоже. Я говорю, просто за державу обидно. Конечно. У нас все есть, на золоте сидим, на нефти сидим, и у нас нету денег. Это ирония такая, парадокс. Такая, да. Да, действительно. Что нужно в первую очередь сделать, чтобы поток туристов именно сюда приезжал? Это основной вид дорога. Дорога, да? Все зависит от дороги. Не делает? Ну это как? Все это у нас деньги остаются в областном центре. Пока распределяют до глубинки, всегда доходят какие-то проценты мелочи. Налевые, да. У нас же, как говорят, на одного раба 7 прораба. 7 прораба, да. У нас вообще не знаю, вышестоящих органов, в принципе, вообще в казахском менталитете есть такое понятие перекладывания ответственности. То есть у каждого бастака есть бастак, у каждого подчиненного есть подчиненный. То есть никто на себя не берет ответственность, чтобы просто элементарно отремонтировать даже вот эти 8 километров дороги. Конечно, если бы вы были акимом, в первую очередь, что бы вы сделали? А если я акимом? Ну вот вам дали должность, вам дали бюджет, который нам вот такие бюджеты дают же, вот выделяют. Что бы вы сделали вот в первую очередь? Ну это уже как сход населения, эти бюджеты мы бы как распределили по первой необходимости. А вы бы собрали население, людей и поговорили бы? Да, это все, это наш бюджет, мы что будем делать? Я тоже должна народу прислушиваться, да. Я одна в поле не воин. Это помощник, это население. Мы народ поддерживаем власть. А наши слуги народа, они только думают о себе. К сожалению, да. Ну, какой бы аким сюда ни приходил, какие бы деньги, бюджеты не выделялись, вот, мне кажется, грех воровать на вот таком вот. Посмотрите что за нами стоит, какая природа. И это продолжается, вот как мы выехали с Каменногорска, это вот до Катон-Карагая и еще дальше. Это просто сотни километров. Просто отделяет 70% лесов, не зря же ВКО находится. Конечно, так давайте их сохраним, давайте здесь сделаем здесь такой большой надо туризм развивать. Почему мы эти деньги должны за границу куда-то отправлять, когда можно эти деньги туризмом развивать местные вот. Чем куда-то за рубеж ехать, там, чем пирамиду смотреть, Хеопса, да. Бизнесмены, тоже приезжайте сюда, открывайте кафешки, донерки открывайте, базу отдыха. Развивайте, приезжайте к нам, мы всех вас ждем. В городе также есть проблемные районы, только это не старые дома, как в Кызылорде или Таразе из прошлых выпусков, а новостройки, которые буквально рушатся на глазах. Это жилье по госпрограмме, то есть это то, что строится, и можно прямо сейчас взять в ипотеку на 25 лет и жить здесь, да, спокойно. Да, здесь более-менее чистый воздух, но с другой стороны, практически все дома в 19-м жилом микрорайоне, они аварийные. Они строят как попало, уезжают, а жители живут и в течение всего времени платят ипотеку и даже не уверены, а вообще, когда они ее оплатят, простоит ли дом до этого времени. Мы не первые люди с камерами, которые приехали сюда для освещения аварийного дома, и жители уже привыкли к журналистам и репортерам. Мы познакомились с пенсионером, который уже перестал надеяться на ЖКХ и акимат и самостоятельно проводит расследование касательно хищений во время строительства дома. Подвал дома он использует как офис, и за длительное время активный житель собрал уже немало материалов с доказательствами. А это вот наши материалы, которые мы собирали
Вот состояние дома. Можете хорошим планом снять. Вот обрушение. По нашим грубым подсчетам, мы не эксперты, не исследователи, где-то 480 миллионов тенге с этого дома было присвоено и растрачено. Пример приведу. Скажем, двухкомнатной квартиры 9 дверей. Бумажно-картонные по 3000. Вот это. Тогда как по проектно-сметной документации деревянные двери должны быть. Во всех домах установлены вот так бумажно-картонные двери. Там сотни миллионов сэкономлено только на этих дверях. Так, потом санузел, ванная, туалет. Кафель там облицован должно быть. От пола до потолка написано. А там ничего нету. Там только фартуки, 2 ряда. Были на приеме у этого чиновника. Снимите вот этот крупный план. Вот. Который клятвенно обещал, с 1 мая приступим, за лето все сделаем. После нашего приема, значит, через неделю его задержали за взятку. Если честно, атмосфера этого места заставила нас почувствовать себя героями голливудского фильма с детективом на пенсии в главной роли. Искренне надеемся, что это кино закончится хэппи-эндом, и жители дома добьются справедливости, и их аварийный дом будет отремонтирован. Мы раскрыли лишь маленькую историю одного дома, а недобросовестные застройщики работали не только здесь, и, к сожалению, таких объектов в городе немало. Друзья, просто обратите внимание, какие виды скрывал от нас все это время Восточный Казахстан. Ну или не скрывал, мы сами не интересовались. Еще одной визитной карточкой данной местности являются Рахмановские ключи, дорога до которой была в 30 километрах от Береля. Выехав, мы думали, что доедем быстро, но не тут-то было. Половину пути, то есть последние 14 километров, мы ехали целых 1,5 часа. Назвать эту дорогу ужасной будет, наверное, комплиментом, ведь это самая худшая дорога, которую я видел в своей жизни. Но все же, это не помешало нам насладиться панорамами, которые открывала горная тропа. Подъезжая к самой зоне отдыха, нам открылась знаменитая гора Белуха, Мустау, которая разделяет границы двух стран. Эта гора входит в топ самых больших гор не только Казахстана, но и России. Друзья, наверняка вы могли подумать, что я нахожусь где-нибудь там в Швейцарии, в Дании, где-нибудь в Европе. Но на самом деле нет. Это все лежит у нас под носом. Это наш дом, друзья. Это Казахстан, и это место называется Рахмановские ключи. Почему именно так? Есть одна легенда. Открыл целебный источник в 1763 году местный крестьянин Рахманов. Преследуя во время охоты раненого морала, он вышел в долину реки, где у большого прозрачного озера нагнал уставшее животное. Морал стоял в ключах, из которых шел пар и выделялось множество белых пузырьков. Раненый зверь быстро восстановил силы. Искупался в источнике и сам Рахманов. Вскоре молва о целебных ключах разнеслась по всему Алтаю и Сибири, а сами ключи получили имя своего первооткрывателя – Рахманова. Подземные воды этих мест содержат целебный радон. Образование радона связано с продуктами распада радиоактивных элементов, содержащихся в очень редких минералах гранита. Термальные воды используются для лечения различных заболеваний органов движения, позвоночника, нервной системы и кожи. Друзья, на самом деле я за свою жизнь побывал во многих зонах отдыха, и я в первый раз встречаю, что на зоне отдыха есть мечеть. И вот она стоит. И это причем мечеть побила рекорд в Казахстане. Дело в том, что это самая высокорасположенная мечеть в Казахстане. Относительно других курортов в Казахстане здесь, можно сказать, недорого, потому что дома начинаются от 30 тысяч тенге и доходят примерно до 200. Если нынешние расценки брать, вот курортов в Казахстане,
даже вот тоже Боровое взять, здесь намного дешевле. И здесь намного круче. Вы наверняка видели кадры с дрона. Вот, друзья, сейчас я вам хочу такой прикол один небольшой показать. Справа от вас расположены дома, которые построило государство, а вот слева от вас дома, которые построили частники. Давайте еще раз. Государство, частники. Посмотрите на своего мужчину, теперь на меня. Как зону отдыха, если ее расценивать, там, сравнивать с тем же курортом Боровое, здесь действительно очень кайфово, здесь действительно дышится. И хоть и ехать сюда 2 часа, 14 километров, это стоит того. Дай бог исправят дороги, дай бог включат завтрак в стоимость. Ну и будет приток туристов. Всех вас ждем в Боровом. Шучу. В Восточном Казахстане. Я тупанул, В заключение хотелось бы сказать, что Восточно-Казахстанская область оказалась для нас сюрпризом. Люди, родившиеся здесь, по-настоящему счастливые люди. Конечно, хотелось бы тут видеть такой же поток туристов, как в Боровом или на Алаколе. Но первоочередная проблема тут совсем не в этом. Дело в том, что в ВКО на грани вымирания находится целых 15 населенных пунктов. Побывав в области, мы заметили, что много где отсутствовал интернет, но и связь в этих местах тоже оставляла желать лучшего. И это очень удручает, ведь в 21 веке все в нашей стране должны быть обеспечены как минимум связью. А то создается впечатление, что чем дальше и глубже в аул, тем хуже там будет ловить сеть. Это нужно хотя бы для тех, кто учится или работает на дистанционке. В 2020 году мы уже сталкивались с такими проблемами. А по поводу туризма хотелось бы добавить, что некоторые местные откровенно не хотят видеть туристов, потому что вместе с ними приходят и горы мусора, криминальности и просто засирание территорий. Как бы мы ни хотели тут видеть множество крутых отелей и дорогих ресторанов, которые могли бы привлечь платежеспособных туристов, нам все равно еще нужно самим поучиться культуре отдыха и туризма. Ведь оставленный повсюду мусор и надписи на скалах говорят об обратном. Ну и сервис, к тому же, оставляет желать лучшего. Но все же, невзирая на все эти проблемы и минусы, Восточный Казахстан для меня остается самым красивым местом, которое я видел в своей жизни. Мы находимся в трамвае, и где, как не здесь, нужно подвести итоги этого города, потому что это является одной из достопримечательностей. Давайте теперь подведем итоги по городу Усть-Каменогорск. Здесь есть основной главный минус, явно выраженный, это экология, о котором говорил практически каждый житель. Экология портится от того, что на территории города большое количество заводов, но опять же это является большим плюсом, потому что эти предприятия являются градообразующими, и около половины населения работает именно там. Что хотелось бы исправить в городе? Это мусор, не хватает детских площадок, и хотелось бы дороги, немножко получше, как минимум. И знаете, если исправить все эти проблемы, то это место будет по-настоящему, по-своему раем на земле, потому что здесь невероятная природа, очень интересные и колоритные люди, которые немного закрыты и скромные, и где-то не хотят общаться, но в этом есть тоже свой плюс. Друзья, теперь хочу обратиться к руководству города. Уважаемый акимат, если вы исправите все эти проблемы, тогда точно все наладится, поверьте мне, потому что жители города очень сильно любят свое родное место, и хотелось бы, чтобы вы любили их так же. Они этого заслуживают. Ну что ж, Усть-Каменогорск, Қазақша айтқанда, Өскемен, біз үйдеміз, мы дома. Кайф. На следующее остановите, пожалуйста. Да-да-да, Семей, отлично. Ага. Спасибо. Семей, мы едем. Мы сейчас находимся в районе Дворца спорта, проспекта Уэзо. Я считаю это место особенным на всю страну, потому что здесь расположены 3 дома напротив друг друга, и на балконах висят флаги нашей страны. Мне кажется, это самое патриотичное место вообще в Казахстане. Классно! Намысын бермеген. А еще здесь есть специальный дом для черепашек-ниндзя. Вот он. Леонардо!